Салям алейкум, хайрлах шамлар, витаю. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационную программу «Бугунь». В студии работаю я, Кульсум Халилова. И начнем наш эфир со следующей новости. Российская делегация инициировала 21 мая неформальную видеоконференцию Совета Безопасности ООН с участием жителей Крыма. Кислица отметил, что Россия созывает это мероприятие в ответ на неформальное заседание членов Совета Безопасности ООН в марте, инициированное Украиной и ее партнерами. Давайте послушаем Кислицу. Україна разом із партнерами ще 6 березня провела неформальне засідання членів Ради безпеки ООН за формулою «Арія», присвячене ситуації у Криму. Тоді міжнародна спільнота засудила Росію за тимчасову окупацію українського півострова та порушення прав людини. Аби хоч якось виправдати свій провал у березні, російська делегація не знайшла нічого кращого, як скористатися ноу-хау України та партнерів і організувати неформальну інтернет-дискусію щодо Криму для членів Ради та запрошених осіб. Нам також добре відомо, що останніми тижнями росіяни намагалися запросити представників окупаційної влади Криму, проти яких діють міжнародні санкції. Але Україні та її партнерам вдалося цьому завадити. Росія вкотре намагається вистрілити собі в ногу. Политолог Андрей Шкиль с нами сейчас на прямой связи из Франции. Пане Андрею, витаю вас. Витаю вас навзаим. Ну вот что это за такая очередная провокация Российской Федерации? Чего она пытается добиться? Російська Федерація в цій ситуації хоче досягнути того самого, що і завжди. Вона хоче легітимізувати тут щось у мене з зв'язком. Хоче легітимізувати просто свою окупацію Криму. Жодних інших цілей перед собою ніколи не ставив Трамп і буде ставити в будь-яких своїх діях стосовно Криму в ООН чи поза Організацією. Головне – це легітимність. Чи ця легітимність буде ефективна, чи вона буде ефективна для тільки внутрішнього вжитку, не цікаво. Тут головне для України і для українських друзів в світі розуміти це, а Україна має постійно інформувати і грати на це. Бо російський зовнішній вектор дуже сильний, МЗС і школа дипломатії Росії має потужні зв'язки, і тому Україна завжди повинна грати на випередження, бо вона в ситуації має за собою правду, але не має за собою сили для того, щоб у своїй правді переконати решту світу. Ну, можно ли считать победой то, что Российской Федерации все же не удалось протащить на это заседание неформальное, на эту видеоконференцию коллаборантов из Крыма? Звичайно, тут кожна невеликий успіх є великою перемогою. Тобто невеликий дипломатичний успіх є великою внутрішньою перемогою, бо країна постійно потерпає від того, що зовнішні дії України не так оцінені партнерами. Тобто, що я маю на увазі? Будь-яка дія України має супроводжуватися власним, тобто українським промоушеном, розповісти, чому це робиться, хто така Росія, для чого вона це робить і чому ці дії України, з чим ці дії України пов'язані. Тому я вважаю, для мене це успіх. А чи це буде мати результат? Мало ймовірно, що України. Спасибо большое. Андрей Шкиль, политолог. Да, дуже дякую. Извините, очень просто плохая связь. Я затрудняюсь вас услышать, поэтому... Алло, слышите? Алло. Да, спасибо большое. Вот единственный последний вопрос хотела спросить. Вы же в Франции, как там сейчас обстоят дела с коронавирусом? Ну, послабили карантин, ситуація трошки покращилася з показниками, але тим не менше Париж і околиці, вони перебувають в червоній зоні карантину, тобто є ослаблення, але карантин ще існує. Закриті бари, ресторани, кінотеатри, театри, виставкові зали. Але їздить муніципальний транспорт, можна пересуватися в межах 100 кілометрів. Тобто я можу від'їхати від свого місця проживання 100 кілометрів без пояснень. Далі мені вже треба буде пояснювати, чому я їду і які причини. І поліція має право перевірити.
Спасибо. Андрей Шкиль, политолог из Франции, был с нами на прямой связи. Ну а гость нашей студии, журналист Лариса Волошина. Витаю вас. Витаю. Ну вот сейчас говорили про инициативу Российской Федерации организовать эту неформальную видеоконференцию Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, куда они хотели, значит, привести и провести эту видеоконференцию с участием жителей Крыма, коллаборантов. Зачем? Вот в который раз уже они это пытаются делать, и вот в этот раз им не получилось, вот по заявлениям Кислицы. Зачем? Чего они добиваются? Я согласна с Андреем Шкилем о том, что это попытка легализации. В данном случае им не удается легализировать оккупационную власть, либо легализировать российскую аннексию, потому что есть четкие резолюции, есть четкое обозначение. Но видите, они тащат жителей Крыма. По формуле это очень похоже на координационную раду, которую пытаются создать в Минске. Когда под видом просто неких людей, общественников и так далее, пытаются показать, как бы легитимизировать ситуацию аннексии, да, за счет вроде бы как пересечных громадян. Отвечать на это в рамках существующих украинских реалий, украино-крымских реалий невозможно. Да, мы можем делать заявления. Да, мы можем пресекать эти вещи. Огромное спасибо господину Кислице. Он действительно очень грамотный дипломат, и он неоднократно уже отбивал российские атаки. Но рано или поздно мы пропустим этот гол. Для того, чтобы это было невозможным, необходимо, во-первых, легитимизировать крымские органы власти здесь, на материке. В первую очередь это Меджлис. Меджлис, Курултай, то, о чем мы говорим. Крымско-татарская автономия, статус народа, прописаны абсолютно четкие механизмы для Меджлиса, коммуникации с центральной властью, квоты в парламенте, украинском парламенте и так далее, и так далее. Второе, необходимо все-таки органы власти в Экзеле. Мы должны начать выбирать крымских представителей здесь. Потому что то есть правительство Крыма в изгнании. Абсолютно очевидно, потому что здесь есть несколько моментов, как политических. Тогда мы, те, кто находится здесь, есть голос Крыма, и мы легальны. И мы признаны украинским законом и украинской центральной властью. Второе – это экономические, потому что, это элементарные вещи. Сейчас прошел коронавирус, огромное количество моих друзей, переселенцев, как в Киеве, так в Львове, казалось бы, хорошие места, да, экономически. Звонят, и они просто в ужасе от того, что они не могут открыться. В отличие от человека, который может все бросить, поехать домой к маме в деревню, этим людям некуда ехать. И карантин выбил просто их маленький бизнес, вот эти ларечки, кафешки, что у них там было, мастерские. Понимаете, в рамках общих государственных правил нам не справиться. Мы отдельное сообщество. Мы отдельное сообщество, объединенное общей проблематикой. И абсолютно очевидно, что, имея собственные органы власти, мы могли бы иметь и собственные механизмы, другие налоги для нас. Но это очевидно. Другие механизмы и формы поддержки друг друга, как с точки зрения неких квот для вступления в учебные заведения, неких ассигнаций для ведения бизнеса, неких программ. Опять-таки местный бюджет. Что такое местная власть в Экзеле? Это же не декларация. Любая власть – это возможность формировать бюджет. Вот мы здесь находимся, мы платим налоги. Почему мы их платим в киевский бюджет, абсолютно непонятно. Логичнее было бы платить бюджет Крыма, логичнее было бы получать дотации в бюджет Крыма из центрального бюджета и в этот бюджет привлекать деньги спонсоров на те или иные программы. Тогда мы сами выбирали бы тех, кто презентует нам программы, и сами, в принципе, могли бы таким образом коммуницировать. Под эти все вещи, когда есть, с одной стороны, политические вещи, да, есть законность, легальность и справедливость, что органы власти должны быть восстановлены. Причем важно, они должны быть восстановлены в новом формате крымско-татарской национально-территориальной автономии со всеми вытекающими. Вопрос крымско-татарской национально-территориальной автономии, вопрос создания крымского правительства в изгнании уже звучит 6 лет. Да. Вот как вы думаете, наше нынешнее правительство понимает важность того, что это должно произойти? Нет, не понимает. Я говорила со многими политиками. Вот такие люди, например, как профессионалы, да, как Андрей Магера,
первый заступник ЦИК. То есть человек, который в свое время не допустил узурпации власти Януковича в 2004 году, тогда, когда были... То есть он был тем, кто заявил о массовых фальсификациях на выборах 2004 года. Вот он, например, у него есть целая программа о том, как это сделать. Андрей, там, тот же самый Роман Бессмертный, он говорит об органах власти в Экзеле. Те, кто профессионалы, они не просто понимают необходимость, они то же самое вместе с нами рядом бесконечно говорят, нужны легальные органы власти как коренного народа, так и органы власти всего Крыма в Экзеле для того, чтобы противопоставить их вот тому, что сейчас там конструируют оккупанты. Это крайне важно. Политики местные нет. Я когда пытаюсь им объяснить, я слышу, слушай, а вы что хотите, а как это громада без земли? А где тогда? Крым же оккупирован. И начинаешь объяснять, что, например, в Норвегии есть экстерриториальная громада немецкая. Это немцы, они люди немецкой национальности по всей территории. В Норвегии там есть 3 территориальные громады, 4 экстерриториальная. Я говорю, это не проблема. Там оккупированная Грузия, посмотрите, оккупированная территория Грузии в Экзеле. То есть это важно. Ну и имиджево. И начинаешь объяснять, нет, не имиджево. Потому что когда у вас есть громада, когда у вас есть орган власти, у вас есть бюджет, вы под этот бюджет создаете программы. Вы конкретно понимаете, сколько людей, сколько молодежи, как с ними работать, как они должны выехать, сколько пенсионеров, сколько там, какие... То есть у вас идут целые программы, и тогда вы есть орган власти, который как раз и заботится о тех, кто находится в Крыму, кто является их голосом. Потому что не может быть голосом Крыма какой-то человек, который получил грант, он может быть искренне любить всех нас, но он, кто под ним? Вот эти гражданские организации, кто под ним? Они что, есть члены? Нету. У них есть только спонсоры. Но это еще внутренние проблемы, еще же есть внешняя политика. Так бы, да, мы бы защищали бы свои что права происходит? уже на У международной нас площадке. в Украине, кто бы ни говорил о Крыме, даже наши правозащитники, с точки зрения Запада, они нелегитимны, потому что под ними нет людей. Единственный легитимный орган власти, и единственный легитимный – это представители крымско-татарского народа. Единственный. Но так тоже будет нельзя. Украина же не может, она же не может делать вид, что вот какие-то крымские татары где-то отдельно, Меджлис где-то отдельно, вот иногда мы включим их, иногда не включим. Вот эта вся игра, она с одной стороны из-за непонимания, а с другой стороны это все-таки российская игра, потому что россияне понимают, насколько важно то, о чем мы сейчас с вами говорим. Давайте сейчас подключим к нашей беседе члена Меджлиса крымско-татарского народа, руководителя крымско-татарского ресурсного центра Эскендера Габариева. Эскендер, ассаляму алейкум. Алейкум селям. Да, Джумлемзге, вот мы сейчас говорили про инициативу Российской Федерации созвать неформальную видеоконференцию в Совете Безопасности ООН с участием, значит, жителей Крыма, именно, в частности, организаторы, ну, понятно, вот мы услышали сейчас заявление Сергея Кисицы, который сказал, что им не удалось все-таки туда протащить крымских, но не дали принять участие в заседании заместителю муфтия мусульман Крыма Асадуллаху Баирову, главе украинского общения Крыма Анастасии Гритчине. В этот раз им представится возможность высказаться, как смогут рассказать Эрвину Мусаев, это телерадиокомпания «Милет», Александр Макария, ведущий телеканала «Крым». Вот всем этим людям не удалось в этот раз попасть на вот эту неформальную видеоконференцию, не удалось принять в ней участие. Но все же, как вы думаете, зачем? Чего добивается Россия вот в очередной раз? Ну, однозначно, Российская Федерация, она преследует ряд целей проведения подобной конференции. Во-первых, эта конференция проходит, как я так понимаю, по формуле, опять же, заседания Совета Безопасности ООН по формуле АРИА. Но, в первую очередь, это реакция на то, что 6 марта Украина, Соединенные Штаты Америки, Британия, Франция, Германия инициировали. И 6 марта проходило по формуле АРИА заседание. Я думаю, что Российская Федерация в первую очередь пыталась воспользоваться то, что пандемия коронавируса, и с учетом того, что обычно те люди, которые находятся под санкциями, они не могут попасть, потому что государство, куда они должны приехать, соответственно, в данном случае в Соединенные Штаты Америки или в других случаях бывает в Швейцарию и так далее, то, соответственно, они могут не получить визу и, соответственно, не принимать участие. И, соответственно, воспользовавшись этим на видеоконференцию, конечно, могли бы они инициировать, чтобы подключить, скажем, тех
крымчан, так сказать, коллаборантов, которые могли бы продемонстрировать условно всему миру, что в Крыму все хорошо. И вы обратите внимание, какой они состав пытались представить. Это и представители духовенства, так называемого, это и представители СМИ, это и представители украинской громады, так сказать, и это представители местной власти из числа крымских татар. То есть для чего это делается? Я считаю, что в первую очередь это очередной раз отыграться за 6 марта, раз. Второе, Российская Федерация это создает очередную картинку для граждан Российской Федерации и жителей оккупированного Крыма для того, чтобы продемонстрировать, вот проблем нет, пожалуйста, выступают же наши представители, жители Крыма. Третье, это, конечно же, максимально дать информацию, что якобы в Крыму нет никаких нарушений прав человека, нет преследования по религиозному признаку, нет нарушений, скажем, на свободу слова, право на свободу слова, и поэтому мы видим там одного из журналистов, кого они хотели представить. Ну и, конечно же, самое главное, на мой взгляд, вот эти вот основные посылы, то, что они делают, это связано в том числе и с тем, что в 2020 году по существу должны рассматриваться дела Украины против России в Европейском суде по правам человека, и самое главное еще и в Международном суде ООН, где как раз-таки одна из конвенций, это конвенция по дискриминации. Это связано именно с запретом Меджлиса крымско-татарского народа, преследованием крымских татар, украинцев этнических в области и языка, культуры, и непосредственно ареста и так далее. Поэтому вот подобные действия, они направлены на то, чтобы создавать определенную картинку, проводить пропаганду с разными слоями населения. Ну и, соответственно, конечно же, набирать определенный пакет или багаж информации для того, чтобы потом представлять это все в судах. Искандер, а как вы сейчас оцениваете наша позиция на международных площадках, украинские позиции? Но на самом деле, я думаю, что наши союзники, я бы сказал, да, или круг друзей Украины, он сохранился. То есть на самом деле западный мир, который активно поддерживал и поддержит Украину, по сегодняшний день они остаются, скажем, на своих позициях, и для нас это очень важно. И поэтому ни в коем мере мы не должны допустить, чтобы западный мир от нас отвернулся. Потому что если мы проанализируем все эти периоды, в том числе и последнее заседание Генеральной Ассамблеи ООН в декабре месяце, где были приняты резолюции, важные для нас, и в том числе 6 марта, то основными, конечно, нашими союзниками являются западные страны. Ну и последние заявления, которые приурочены были к 18 мая, 6 стран, это Украина, Грузия и страны Балтии, это тоже определенный посыл. И мы еще раз убеждаемся, что у нас есть крепкие, надежные союзники, которые готовы нас поддерживать. Понятно, что Российская Федерация с учетом их экономического положения, с учетом коронавируса, с учетом вот всех этих процессов, которые происходят, и ситуации на нефтяном рынке, Российская Федерация будет искать различные пути, будет пытаться подводить все к тому, чтобы снять санкции, потому что я считаю, что у России сейчас две основные проблемы. Это снятие санкций или хотя бы ослабление санкций. И вторая проблема – это обеспечение Крыма водой. И они будут делать все, чтобы максимально, ну, скажем, добиться вот тех пожеланий или вот этих вот целей, которые они перед собой ставят. А наша же задача все-таки, чтобы сохранились санкции, и, соответственно, мы должны целенаправленно двигаться именно в этом направлении. И даже последние действия, которые мы знаем с блокированием канала так называемого 24, Крым-24, это в том числе четкая позиция наших западных партнеров в этом плане. Искандер, а вот достаточно ли у нас сил и возможностей противостоять тому, что Российская Федерация вот устраивает подобные провокации и пытается сделать так, чтобы вот крымские коллаборанты участвовали в этих заседаниях? Мы знаем, что территорию временно оккупированного Крыма тоже там посещают какие-то депутаты с Европы, депутаты из «Альтернативы для Германии». Да, это не в первый раз такое бывает. Вот у нас достаточно возможностей и сил, чтобы этому всему противостоять?
Ну, на самом деле, как Путин сказал, они играют в длинную, а мы должны понимать, какие позиции у России в мире. В первую очередь, Российская Федерация является постоянным членом Совета Безопасности ООН, и мы должны это понимать, и и имеет право вето. Поэтому через Совет Безопасности ООН Украина, конечно же, не может провести те или иные решения даже в объединении с нашими союзниками, в том числе и постоянными членами Совета Безопасности ООН, такими как Франция, Великобритания и Соединенные Штаты Америки. При всем том, конечно же, нам очень важно, для нас очень важно, кто в Совете Безопасности председательствующий. И я хочу выразить благодарность Эстонии, которая всячески способствовала этим процессам, которая, во всяком случае, возглавляла. Теперь для нас очень важно, чтобы мы все-таки системно собирали те материалы о нарушении прав человека для того, чтобы постоянно мы могли напоминать, что нарушения прав человека в Крыму продолжаются, что российские оккупанты продолжают преследовать как по национальному признаку, так и по религиозному. И, соответственно, таким образом это дает основание для продления санкций. Ведь на самом деле мы должны понимать, что в мире есть все-таки, кроме политических и дипломатических процессов, экономическая взаимосвязь. И с учетом того, что пандемия коронавируса в том числе и очень сильно нанесла удар сильный по экономике в мире, то, конечно же, на этом максимально будет играть и Российская Федерация с учетом того, что с целью выхода в экономике мировой, вывода из кризиса, а этот кризис, он все больше и больше назревает, то, конечно же, будут пытаться договариваться о том, чтобы снять санкции экономические только ради спасения мировой экономики. Поэтому здесь должны все-таки, с нашей стороны должна быть системная работа, чтобы мир понимал, что понятно, что мировая экономика — это очень важно, потому что из-за, скажем, кризиса в мировой экономике мы можем ожидать массовые проблемы в мире, в том числе проблемы голода, это тоже очень большие гуманитарные проблемы. С другой стороны, мы должны понимать, что и четко обозначить, что при этом те основы нарушения основных, скажем, билей, да, или основных основ международного права, которые совершила Российская Федерация в 2014 году, за это не должно быть никаких послаблений. И поэтому мы должны системно в этом плане работать, в том числе используя современные технологии, это онлайн-конференции, для того, чтобы давать системный посыл всему миру, что продолжаются нарушения прав человека и Крым оккупирован. Сагулнас Искендер Бариев, член Меджлиса крымско-татарского народа, руководитель Крымско-татарского ресурсного центра, был с нами на прямой связи. Сагулнас. Вы знаете, вчера прошла пресс-конференция президента Владимира Зеленского, посвященная годовщине его президентства. И вот мы с вами сейчас говорили про правительство в экзиле, говорили про крымско-татарскую национально-территориальную автономию, и мне удалось задать ему вопрос про крымско-татарскую автономию. И вот что он ответил. Давайте посмотрим. Мы все встретились, это было пару дней назад, да, мы встретились на Банковой. Это не первая наша встреча. Мы все консолидированно приняли решение, что создается отдельная группа, куда входят они, еще другие представители громадськості, кримських татар та інших людей, які представляють вчених, да, вчений напрямок. Ми всі зберемося. Ця рада починає працювати. Вона напрацьовує зміни до законодавства України, які можуть бути зміни до Конституції України. Яким чином ми підтримуємо те населення, тому що багато програм вже запроваджено. Наприклад, там в Херсонщині, як ми домовилися з Ердоганом, він готовий будувати землю. Пан Гусів, голова обласної державної адміністрації Херсонщини, він вже підготували, є місця для того, щоб побудувати перших 500 квартир для кримських татар. Окремо Турція домовлялася з паном Джемілєвим ще до мене. Ще до того, як я став президентом, про інший проєкт, ще будівництво 1000 квартир для переселенців, для кримських татар, 500 з них в Київському регіоні і по 100, мені здається, Херсон, Львів, Одеса і Дніпро.
Да. От цей проєкт треба вивчити, тому що ніхто їм не займався. Тобто всі законодавчі зміни і всі такі пропозиції, да, і велику мечеть знайшли ж землю в Києві, є вже проєкт. Ми чекаємо проєкт якраз з боку кримських татар. І він в них є, ми це з'ясували на останній зустрічі, буде будівництво великої мечеті. Тому питання Криму в інформаційному просторі і дійсно може його замало, але його точно не замало у справах держави, яка робить. Что вы поняли? Я поняла, что у нас начинается день сурка, он пошел по второму кругу. То есть у нас мы опять создаем группу, которая опять будет нарабатывать законопроекты, которые мы нарабатывали предыдущие 6 лет. То есть все есть, все узгоджено, и с громадским, все с членами, но, оказывается, все пойдет по новой. Это во-первых. Во-вторых, Владимир Зеленский каким-то удивительным образом присвоил себе Эрдогана. То есть как так получилось, я не понимаю. То есть правительство Турции выделяет денег, заявили инициативу выделить денег для крымских татар, людей, которые подверглись депортации, опять очередной волне уже новой гибридной депортации. А Владимир Зеленский говорит, мы. Ну откуда, при чем тут ты, простите? Мечеть та же самая. Это, насколько я понимаю, там нашли землю. Это не нашли землю, это частные спонсоры собирают деньги, ищут земли. То есть какое отношение к этому имеет государство? Государство могло бы поспособствовать частным инициативам, но точно не должно их себе присваивать. Я увидела здесь, мне очень печально, конечно, все это, потому что это такое ощущение, что людям кажется, то есть вот эта декларация «Крым – это Украина», которую они все время произносят, им кажется, что этого достаточно, что она уже прошла определенную инфляцию, потому что я понимаю, что вы, когда вы сказали, мне удалось задать вам вопрос, я так улыбнулась, потому что я видела, как вы его задавали. Это уже закончилась конференция. Уже сказали, ну все, расходимся. И тут вы просто стали кричать, стоп, а Крым, Крым. То есть, ну да, Крым, давайте. То есть как-то это очень показательно было. И когда он начинает отвечать по Крыму, он говорит общими фразами, не понимаю, он присваивает. То есть он вообще не понимает, что должно делать государство. Мы сейчас вернемся к вопросу про Крым и покажем его синхронно. Вот относительно рабочей группы, которая создана, мы на самом деле, вот вопрос крымско-татарской национальной территориальной автономии, он звучит очень давно. И при прошлом президенте Петра Порошенко работала Конституционная комиссия, которая даже вынесла свое заключение, но законопроект так и не попал в Верховную Раду Украины. Но все же, может быть, в этот раз эта рабочая группа будет работать, и все-таки она доведет до конца это дело? Может, все-таки стоит на это рассчитывать? Я думаю, нет. Без нашего давления, без какой-то консолидации относительно тех или иных моментов ничего не будет. Потому что, обратите внимание, там, где мы давим, там, где мы четко формулируем требования, то есть давим я не в смысле, я имею в виду не какой-то такой вот, знаете, хайповый активизм, я имею в виду как-то четкую позицию. Вот там, где мы имеем позицию, мы, крымская громада в Excel, там мы получаем то, что нужно, с нами ведут диалог. Когда у нас нет позиции, и кто в лес, кто по дрова, нами манипулируют, нас разъединяют на разные группы, нам вместо, например, нашего права обирать своих представителей. Да, мы лишились Родины, но почему при этом лишились голоса? Нам вместо этого подсовывают там, ну теперь вы можете голосовать за мэра Киева, и пусть вас это устроит. Когда мы говорим о том, что нам нужны программы для сохранения крымско-татарской культуры, для возрождения ее, кто ее будет, то есть ее надо возрождать. В этом должно вложиться государство. Она говорит, у нас есть программа, вот видите, тут у нас танцы, тут у нас песни, тут у нас телеканал АТР, мы ему что-то выделили. То есть вот эта вся фикция бесконечная происходит. Для этого я думаю, что без определенного собрания между украинцев, то есть украинских граждан здесь, на материке, и определенного какого-то такого симпозиума четкого, формирования структур в Excel, то есть рабочих групп здесь, которые должны наработать, как должны выглядеть, что такое деоккупация, как мы видим наши основные понятия о той же воде, о том же пересечении, как мы хотим видеть образование, как мы хотим видеть медицину, понимая всю специфику того, что происходит с нами, что мы разбросаны по всей стране, часть нас находится на оккупированной территории. Это что же вопрос? Мы одна громада. Мы здесь, часть нас находится на оккупированной территории, мы все крымская громада.
Ну, это так получается. И мы Не должны... слишком ли мы опоздали? Уже 6 лет прошло. Я думаю, нет. Я думаю, что мы как раз подошли к этому. Потому что сейчас, я считаю, что с избранием Владимира Зеленского у нас наконец появился шанс. Потому что целая куча самозванцев, которые говорили от имени Крыма, они теперь все пошли то во власть, то вообще им все нравится. Они просто, вот я имею в виду этих активистов, дивных людей, непонятно кем они спонсировались. Они приходили, они заявляли инициативы под ним. То есть там нет структур, там нет никого. Это все такие, знаете, Остапы Бендеры. Вот они сейчас исчезли. Они просто исчезли. И, наконец, информационное поле пусто. Про Крым мы с вами вспоминали. Действительно, я и спрашивала про международные площадки относительно Крыма, про форматы, про международные организации, страны, которые могут участвовать в этих форматах. И вот что ответил президент Зеленский. Давайте еще раз послушаем. Украина непосредственно оговаривает ситуацию по Крыму. Я ее оговариваю со всеми европейцами, с кем я встречаюсь. Все понимают, что санкционная политика, несмотря на то, что некоторые европейские страны привязали ее только к Донбассу, ну, по крайней мере, в своем мышлении, и снятие санкций с Российской Федерации могут быть только после того, как некоторые так думают, что после того, как вернется Донбасс в Украину, вот, и Соединенные Штаты Америки, и Канада, и большинство стран Европейского Союза, включая Германию, Францию, всегда я поднимаю этот вопрос. Все они понимают, что и публично санкции, про санкционную политику публично все говорят. И недавно, мне кажется, Помпео вот, высказался еще раз по этому поводу. Пока Крым не вернется, санкции не будут сняты. Пока это единственный способ, где мы говорим о Крыме. К сожалению, я вам должен констатировать, я чувствую это, когда приехал первый, у меня была встреча в Нормандии и с Ангелой Меркель, да, вот, значит, мы с ней поднимали этот вопрос, и с президентом Французской республики, и, честно говоря, я сказал, это Путин. Я чувствую, что Россия не хочет, конечно, оговаривать этот вопрос, вот, но мы же с вами помним, что это наша земля, это наш народ. И, может быть, вы правы, прийшов момент, когда цих майданчиків недостатньо для того, щоб говорити про Крим. Тому що у Мінському процесі питання Криму, чесно кажучи, не піднімається. Там є адженда порівнюється зі списком того, що повинно, згідно підписання Мінських угод, повинно робити і повинні обговорювати. Там питання Криму немає. Я з вами згоден, що це несправедливо. Ну вот так, это несправедливо, сказал президент, сказал, что действительно таких майданчиков нет, и, наверное, уже сейчас пришло время. Но с ним, слушайте, с ним сложно не согласиться. Их действительно нет и не было. Был Женевский формат, он был образован сразу после оккупации Крыма, буквально в марте. Было две встречи, одна в Женеве, и она была сорвана россиянами, а другая в Париже. Это была встреча на уровне министров иностранных дел. Там была Британия, Соединенные Штаты, Российская Федерация и Украина. То есть фактически еще не было никакого Донбасса. И вот эта Женева, этот формат, он в принципе будапештский по сути. Это страны-подписанты, и туда можно было уже вовлекать тот же Китай и так далее. Он был демонтирован Петром Порошенко. Я даже понимаю почему, потому что Петр Порошенко посчитал, что нормандский формат идет на уровне глав государств, а там на уровне министров, то есть иностранных дел. Ему казалось, что на уровне глав он скорее договорится. Это была большая ошибка. Я надеюсь, что Петр Алексеевич это понимает, но у меня есть все-таки такие надежды. Вопрос же в другом, что да, формата нет. Женева, в принципе, демонтирована, и восстановить ее очень сложно. Но ведь есть некоторые вещи, которые можно обсуждать без присутствия России. Она не сторона переговоров, она виновник. Вот, например, мы говорим о гуманитарных вопросах. Вот он говорит, там наш народ. Окей, там крымско-татарский народ, там есть решение. Там есть решение о Меджлисе. Россия не выполняет промежное решение Международного криминального суда. Действия Украины. Украина собирает совбез по этому поводу. Там есть гуманитарные вопросы. Там люди сидят по тюрьмам, где попало. Там дети, там вот эти вещи. Украина где-то планирует это говорить? Ну, нельзя же сказать, что, слушайте, вот то, что нам сказал президент. Он сказал,
Ну, я ничего не могу сделать, вот что он нам сказал. Я понимаю, что в рамках вот этой реальности, которая досталась ему в наследство, он сделать ничего не может. Он не знает, что делать. Он не понимает, как помочь тем людям, которые находятся в оккупированном Крыму. Ну как? Ну, дать денег? Ну, нет у нас денег. Мы же не можем заливать деньгами. Он прав. Но подожди, надо создавать структуры. А вот для создания структур, я боюсь, что Владимир Зеленский не способен. Ну, ментально он просто не может. Он не понимает, что такое структура. То есть у нас получилось так, что у нас Петр Порошенко создавал не те структуры, он создавал их имитационные. У нас была группа «Крым» в парламенте, которая бог знает чем. Какое имеет отношение эти люди к Крыму? То есть они не хотели, они все время говорили нам, ну вот вы рассказываете, это только ваше мнение. У нас есть министерство по вопросам временно Опять-таки, оккупированных что такое территорий. министерство? Министерство – это назначенный орган. Оно же по вопросам временно оккупированных территорий, где Крым только департамент. Чем он занимается, никто не понял. Чем-то занимается, но это все декларация. Вот сейчас это чудесно, внесли там МГУ, внесли Эрмитаж в список санкций, ну ура, ну все, а дальше что? То есть есть другие вещи. У нас, например, почему не вносили Эрмитаж? Потому что Эрмитажа коллекция, Эрмитаж вывозит крымские коллекции из крымских музеев. Но ведь есть реальность, институциональная реальность коллекции крымских музеев, согласно Украинской конституции и закону, является собственностью музеев Крыма. Музеи Крыма, их дирекция назначается Министерством культуры Крыма. Пока мы не восстановим органы в Экзеле, не восстановим министра, который пойдет подавать в суд на Россию, что подождите, эта коллекция, пока мы не восстановим, например, хотя бы в каком-то небольшом виде департамента Министерства экономики, который начнет подавать иски о наших портах, о предприятиях, ведь они же сейчас судятся и успешно судятся за границей по предприятиям, которые были в собственности центральной Украины, то есть вот, центра. Это порты, это причалы. Там предприятия частных собственников. А что происходит с теми тысячами предприятий, которые находились в подчинении Министерства экономики Крыма? Что происходит с землей, которая находилась в Рескомзене? То есть, ну реально, вот у нас сейчас изымается земля, на ней что-то строится, кто является позывачем? Вот это и есть ответ. С одной стороны, декларация, вы плохие, мы выпустим постанову, что вы, гады, забираете землю, вы, гады, продаете там наши коллекции, вы нехорошие люди, преследуете наших там граждан. А другое дело, когда у тебя есть институции, которые приходят и говорят «стоп». Реально «стоп». И они легитимны. Вот Владимир Зеленский этого не понимает, что есть вопрос. У нас есть граждане, которые находятся в судах и так далее. Говорить о них. Площадок нет. Это не элемент бессилия, это не проблема. Вот, кстати, про политических заключенных. Говорили же, что есть несколько треков, несколько списков, и в одних списках есть крымско-татарские политические заключенные. Стоит ли надеяться на то, что их освободят? Смотрите, что касается политических заключенных. Про крымских политических заключенных он здесь тоже говорил. И он говорит, что мы там ведем, у нас там нормандские форматы, мы говорим о освобождении, а о крымских мы уже с Россией говорим. То есть есть две площадки. Это две разные площадки. И он дает понятие, он сам это понимает, что в этих форматах крымские заключенные – это проблема. Я утверждаю, что не проблема, это задача, которую можно решить, которую нужно решить. Вообще вот это понятие для нас, для всех, ну что он оккупирован, ну что мы можем сделать? И сколько раз мы с вами слышали подобные разговоры и здесь от чиновников, от кучи людей. Ну слушайте, Крым оккупирован, ну что мы можем с этим сделать? Они нам все это рассказывают. Мы не можем повлиять, да? Да, мы не можем То, повлиять. Но что касается заключенных, ну они там есть. Есть граждане. Подождите, кто представляет их интересы, кроме их адвокатов и семей, которые бьются? Мы ведь видим, есть инициатива, когда родственники крымских заключенных, флешмоб «Президент, поговорите с нами», к президенту Зеленскому. Ну что, ну да, они сейчас придут к нему как ходаки всем скопом. Окей, он с ними что-то поговорит, ну поплачет он рядом с ними. То есть если он не начнет действовать на институциональном уровне, подавать вопросы в ООН, подавать вопрос, назначить представителя. Вот реально человека, который имеет списки, он легитимен, он ведет переговоры, он говорит с разными странами, он пытается, например, это же вопрос дипломатии. У нас есть омбудсмен. Омбудсмен не может это делать. Понимаете, это должен делать дипломат. Вы помните, как были освобождены Чигус и Умеров? Они были освобождены за счет того, что Эрдоган. Да. Есть очень много наших друзей на Западе, с которыми можно говорить о том, что у нас есть заключенные, а у вас есть что-то, что интересно России.
давайте каким-то образом так повлияем. Переговоры, разные переговоры. То есть внести это, то есть, ну, это должна делать, во-первых, эта дипломатия должна работать, это раз. Во-вторых, этой площадкой, у нас нет площадки, чудесно. Нашей площадкой должен стать весь мир. Все ООН и так далее. Это просто конкретно делегация, которая занимается тем, что ищет заинтересованных особ, ищет точки, как жать на Россию, когда какой-нибудь арестованный Бут или там какая-нибудь арестованная, там, не знаю, ну, какая-то девочка, шпионка российская, и можно говорить об обменах с разными странами. Да, но мы же понимаем, что в различных международных организациях очень большое российское лобби. И нужно с ним тоже бороться. Как? Слушайте, это понимаем мы, но это не понимают, к сожалению, те, кто слушает их отчет. Вот у нас, например, есть очень интересная ситуация, когда Интерпол не берет иски. Вот все задают вопрос, почему Гиркин, почему он не в розыске? Ну, потому что Интерпол не берет украинские иски ни по Крыму, по тем, кто был в оккупации и так далее. Вот даже те, кто установленные виновники похищения Ришата Аметова, на них же не берут иски Интерпол. Они говорят, что иски по Крыму, иски по Донбассу, иски по Майдану политически мотивированы. Ну, вот эти карточки на розыск. То есть российские они берут. И многие из нас сталкивались с тем, что в аэропортах тебе рассказывают, а ты, оказывается, в международном розыске. На тебя, оказывается, Россия подала, ты ей чем-то там не угодил. А вот наши украинские не берут. Мы это понимаем как проблематику, но с этим надо бороться системно. А мы рассказываем, разводим руками, говорим, ну, слушайте, ну что мы можем делать? Ну Крым – это Украина. Ну вот даже очень показательно же была пресс-конференция Зеленского, когда на протяжении 3 часов этой пресс-конференции не прозвучал ни один вопрос про Крым. Никто не спросил у президента про Крым, про восстановление суверенитета Украины. При этом они спрашивают, черт знает о чем. Да. Я знаю, потому что в украинском обществе все ведь здесь начинается с информационной повестки. Слушайте, да, потому что у нас журналисты, они очень низкого качества, низкого уровня люди, у них слабо с причинно-следственными связями. Это случайные люди. Вопрос журналистики, это же была отрицательная селекция очень долгое время. И таких вот институциональной памяти журналистской здесь нет. О том, что такое информация, что такое знание. Эти люди, они не понимают. Они думают, что они искренние патриоты. Они не всегда понимают, даже из тех, кого я люблю, кто действительно очень острый на бытовые темы и так далее. Но глобально мыслить, стратегически понимать, что если вы хотите победить Российскую империю, если вы хотите блага Украине, вам нужна победа над Российской империей. Пока она не будет побеждена, Украина не будет в безопасности. А победа над Российской империей – это только свобода Крыма, освобождение Крыма, никак по-другому. Никакой Донбасс, только Крым. Потому что, потеряв Крым, проиграв Крым, Россия в той или иной способ, Россия, как после такого удара, империи падают и никогда не поднимаются. Ведь Путин был абсолютно прав, когда говорил, что это скрепа, это краеугольный камень, воссозданный им недоимперии. Это правда. За него надо бороться. Хотите Москвы, хотите украинскую культуру, мову, хотите все это, бейтесь за Крым. То есть по-другому никак. А это все упускается, это как бы, ну слушайте, ну там никто не умер, там вроде все хорошо. Посмотрите, какая информация идет интересная по Крыму. Большинство считает, что там высокие зарплаты и пенсии. Это единственное, что их вообще интересует. Спасибо большое. Лариса Волошина, журналіст, була гостем нашей студии. Дуже дякую. Ну, а мы не прощаемся. Эфир телеканала АТР продолжает мой коллега с программой Рамазан Берекет и Сейтумер Сейтумеров. Не пропустите. Корушкинч.